В прямом эфире ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Добрый вечер. И вот о чем пойдет речь. Стройка у озера. 21 этаж, представляете? Мы думаем, от этого озера вообще ничего не останется уже. Что построят на улице Короленко и почему недовольны местные жители, выясняла Анна Городнова. От души для души. А неужели, говорит, этот Обама это у вас взял? О чем новая книга Минтимера Шаймиева и как они отзываются, узнал Дмитрий Аринин. Первые дома второй очереди в Салават-Купере. Со счастливыми новоселами пообщалась Альбина Слугараева. Полные остановки, неполные маршруты. Приходится до 32-го пешком идти, оттуда уже доезжать на любом транспорте. В Челнах горожане не досчитались городского транспорта. Почему это происходит, узнавал Рамиль Шайдулин. Проверить качество детского питания и места его приготовления. Такое поручение сегодня дал Рустам Минниханов. Напомним, накануне 20 учеников Актанышской второй средней школы были госпитализированы в ЦРБ с признаками кишечной инфекции. Сегодня утром большинство детей выписали. Президент республики заявил о недопустимости подобных инцидентов в будущем. Все вот эти объекты, всех людей проверьте, кто связан с приготовлением пищи. Посмотрите систему закупок, качество покупаемых продуктов. Вот эти вопросы возьмите на контроль. Я просто обращаюсь к вам. Неоднократно мы об этом говорили. Вот здесь должна быть очень жесткая дисциплина. Не просто книга о состоянии души на страницах в твердом переплете. Сегодня в Казани на форуме ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев презентовал свою новую книгу «От души для души». В нее вошли избранные выступления и интервью первого президента Татарстана. Гости говорят, получилась настоящая концентрация мудрости и целая россыпь добрых жизненных советов. Почему главным девизом Минтимера Шаймиева стало «Без болдрабас» «Мы можем». Ответ из первых уст услышал Дмитрий Аринин. Новая книга Минтимера Шаймиева – это достаточно увесистое издание, по ощущениям килограмма 3. Здесь 600 страниц. Это текст на 3 языках – русском, татарском и английском, и цветные иллюстрации. Здесь как широко известные фото, например, инаугурации Рустама Минниханова или визит Владимира Путина в Казань, так и редкие снимки просто с желающими сфотографироваться. Как отмечают гости, в этом весь Минтимер Шаймиев. Это и масштабный государственный деятель, и простой, добрый дедушка. Главное его качество – это человечность. Я сам в этом убедился, когда к нему в Болгаре подходили люди не как к президенту, а как к своему знакомому человеку. Жали ему руки, обнимали. Это не тот тип лидера, который держится в стороне от народа, а который всегда с людьми. Такая атмосфера доброты и мудрые жизненные советы проходят через всю книгу Минтимера Шаймиева. Говорим, вот у нас такой лозунг, такой девиз. А неужели, говорит, этот Обама это у вас взял? Как рассказал Минтимер Шаймиев, его знаменитая «Без булдырабас» «Мы можем», как и название новой книги, исходит от души для души. Это состояние души каждого человека. Когда человек говорит «я могу», это достоинство или реализация его мечты. Если он вдруг захотелось ему сказать «я могу», «мы можем», вот она национальная идея, или как угодно хотите, значит. Нашим людям это нравится. У нас все говорят, и на любом языке говорят, без болдрабас. Мы можем. Это уверенность. Новая книга – это не только знаменитые цитаты Шаймиева, но и высказывания о нем. Вступление книги написал министр иностранных дел Сергей Лавров, а первая глава начинается со слов Владимира Путина. Минтимер Шаймиев – яркий, многогранный человек, накопивший богатейший жизненный и профессиональный опыт. Для нас, дипломатов, особенно ценны его усилия, направленные на поддержание атмосферы доверия и взаимопонимания на международной арене. Имя Минтимера Шариповича Шаймиева прочно связано с развитием и укреплением российской государственности. Неоценим вклад Минтимера Шариповича в развитие и Татарстана, одного из самых успешных и динамичных регионов нашей страны. На создание книги ушло около года. Я бы назвала эту книгу еще одной попыткой объять-необъятное. Необъятным я считаю деятельность Минтимера Шариповича. Он всю жизнь говорил, работал. В таком необъятном море мудрости гости презентации уже выбрали свои любимые цитаты. Цитата.
Я принимал участие во многих играх, бегал, но ни разу не брался разбивать горшки. Такое у меня правило на всю жизнь. Если за что-то взялся, то надо победить. Если не чувствуешь силы на победу, лучше не браться. Те, кто уже познакомились с книгой, сокрушались, что ее тираж всего 1000 экземпляров. Дмитрий Айригин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Мировые вопросы глазами студентов. В Казани открылся проект «Молодежная модель ЮНЕСКО». Это дипломатическая ролевая игра, в которой примут участие 178 студентов из Узбекистана, Украины, Замбии, Германии, Китая и других стран. Формат предполагает, что участники отстаивают официальную позицию представляемой страны в различных вопросах, а в завершении презентуют итоговую резолюцию. Модель ЮНЕСКО будет проходить в столице Татарстана с 7 по 10 сентября. Сейчас по редакционному плану должен был пойти информационный сюжет о визите участников форума ассоциированных школ ЮНЕСКО в Казанскую международную школу. Нашей съемочной группе не удалось отснять этот материал. Мы на глазах у делегатов ЮНЕСКО на себе испытали новый формат общения с прессой. Как это было, расскажет Сергей Хайдаров. Уважение к другим людям, когда на него со всех сторон В Казани на этой неделе проходят события международного масштаба. Наша республика впервые принимает форум ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Как народам жить дружно и беречь объекты культуры и истории. Обсуждают более 200 делегатов из 40 стран мира. Столь важные события мы показываем в ежедневном режиме. Свияжск, Болгар, Казань. Накануне в ратуше мы осветили юбилейную конференцию ассоциированных школ ЮНЕСКО. Как правильно использовать современные технологии в образовании и правильно понимать многообразие культур? Ответы на эти и другие вопросы сейчас ищут эксперты из 30 стран мира в Казани. И сегодня мы запланировали освещение визита участников конференции, посвященной 65-летию ассоциированных школ ЮНЕСКО, Международную школу Казани. Наша служба новостей получила туда официальное приглашение. Вот вы видите этот документ. Мы согласно заявленной форме прошли аккредитацию. Это подтверждается официальным письмом. Сегодня утром в числе других средств массовой информации корреспондент и оператор прибыли для съемок на Мавлютова 5. Члены делегации начали общаться с директором и стали задавать ему вопросы в присутствии прессы, в числе которой был и я. После чего директор поинтересовался у нас, журналисты ли мы и будем ли опубликовывать его ответы на вопросы гостей республики. Я ответил, что я еще не решил и решу, когда вернусь в редакцию, после чего к нам подошла охрана учебного заведения. Вход в школу директор нашей съемочной группе запретил. Затем появилась охрана учебного заведения и стала разворачивать наших сотрудников, применяя физическую силу на глазах у международной делегации ЮНЕСКО и журналистов других средств массовой информации. Анна, директор, хорошо. Данил, снимаешь? На само мероприятие мы так и не попали. Теперь у редакции единственный вопрос. Что же руководство школы так хотело скрыть от нашей телекамеры, препятствуя силой осуществлению профессиональной деятельности журналистов? Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Опыт Татарстана по сохранению межнационального согласия и возрождению историко-культурных объектов предлагает перенять всему миру. Такой пункт вошел в итоговую декларацию форума ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Итоговый документ представили сегодня. Также рекомендуется консолидировать усилия стран по гуманитарному сотрудничеству и бережнее относиться к самобытным культурным традициям народов мира. Для реализации декларацию Казанского форума направят в штаб-квартиру ЮНЕСКО. Самый счастливый день в жизни, так говорят новоселы Салават-Купере. В Казани сегодня в микрорайоне заселили сразу 2 дома. Ключи получили 340 семей. Это и участники программы «Социальная ипотека», дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи и врачи-грантополучатели. Про новоселов Альбина Салгараева. Вот так с молитвой на устах заходит в свою новую квартиру семья Билаловых. С собой соль по старой доброй традиции. Дух дома, чтобы он вас принял, чтобы мы здесь хорошо жили. Рамиль и Ильсия свою квартиру увидели впервые. Жена снимает видео для родителей. Муж в это время осматривает сантехнику. Воды нет, здесь тоже нет, здесь тоже воды нет. Наверное, кранчик надо где-то открыть. Квартиры сегодня получили 340 семей. Здесь участники программы соципотеки, 44 детей-сирот, 3 ветерана Великой Отечественной войны, многодетные семьи и врачи-грантополучатели. Нина Лебедева, вдова ветерана войны, уже думает о том, как будет обставлять новую жилплощадь. Очень хорошо. Я очень довольна. Всем благодарна, особенно президенту, что он нас не забывает.
В Салават-Купре появились магазины, маршрутный автобус, полицейский участок и школа. С каждым месяцем здесь все больше инфраструктурных и социальных объектов. Своих домов ждут еще будущие жители первой очереди. 3 дома уже по местным меркам долгострои. Зашли в 11.1 компания ООО «Строитель Плюс» и в 11.5 компания ООО «Народный дом». Это те подрядчики добросовестные, которые в свое время завершили проблемные дома компании «Камгаз-Энергострой» по 12 кварталу в первой очереди. Поэтому у них также есть солидный опыт работы, кадры. И вот они, начиная уже с прошлой недели, фактически работу развернули. С ними заключил жилищный фонд контракт дополнительный и выделен займ. Соответственно, они на сегодня эту работу развернули. 11.3 из этой череды, который ПСО за ПСО остался, там реально остались мелкие замечания, которые необходимо доделать. А что касается второй очереди, строительство здесь продолжается. Здесь запланирован детский сад. 8 домов, которые сейчас возводятся, будут сданы к концу года. Альбина Слугараева, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Высотка может погубить озеро. С тревогой нам позвонили жители домов по улице Бондаренко в Казани. Рядом вскоре начнут возводить многоэтажный жилой комплекс. По проекту он будет 4-подъездным с подземной парковкой. Жильцы опасаются, что это повлияет на экопарк Марьино озеро, что рядом. Есть ли повод для беспокойства, выясняла Анна Городнова. Новосавиновский район Казани – один из самых густонаселенных. Расстояние между домами здесь буквально несколько метров. Казалось бы, где же еще найти место под новое строительство? Но вот оно, прямо напротив налоговой службы. Здесь появится дом в высоту больше 50 метров. Территорию под строительство на улице Короленко уже огородили. На технике символичный шарик в честь открытия офиса продаж. По паспорту это жилой комплекс от 16 до 22 этажей. С подземной парковкой, детской площадкой с выходом на Марьино озеро. Давайте на озеро Лебяжье мы уничтожим все наши инфраструктуры, доступные для отдыха населения. Гулять сюда ходим, любуемся этой прелестью. Все, а этот дом, конечно, еще такой высокий. Облагораживали часть озера, за счет застройщика, то есть, одно из условий было. И расплачиваясь за все это облагораживание, мы, жильцы, своими, ценой квадратных метров. А теперь в 20 метрах от экопарка вырастет высотка. Все работы по обустройству пойдут на смарку, сетуют жильцы. В 2013 году это место буквально спасли от засыпки экологи КФУ. Застройщика соседнего дома обязали благоустроить территорию. Сейчас за водоемом присматривают сами жители. 21 этаж, представляете? Мы думаем, от этого озера вообще ничего не останется уже. Оно в таком плачевном состоянии, что мы, жильцы соседних домов, при всем при том, что устраивая субботники, уже с этим не справляемся. Это все же будет на экологическую ситуацию озера действовать. Грунтовые воды, если стройка, это же все и пыль, и все. То есть нам просто озеро жалко. А как только начнут бивать сваи, поднимутся грунтовые воды, опасаются жильцы. Мы связались с застройщиком. Проект прошел все экспертизы. Разрешение на строительство есть, подтвердили в исполкоме Казани. Погружение сваи будет осуществляться максимально щадящим методом. Это будет сваевдавливающая установка Елена. Она называется. Это современная установка, которая погружает сваи максимально бесшумно и без вибраций. Что касается этажности, запрета на высотке в Новосавиновском районе нет, говорят архитекторы. Квартал не входит в границы исторического центра Казани, поэтому там нет особых ограничений по этажности. Там только смотрят, достаточно ли там территории для дворовой территории, для парковки машин. Но ответить за озеро застройщику придется. Это пример обременения, говорит эколог Нафиса Мингазова. Так было и с озером Харовое. Вместе с группой ученых они готовят проект экологической реабилитации экопарка и его благоустройства. Все за счет строительной компании. Именно к ней мы обратились с просьбой нам помочь в благоустройстве этого озера. Его необходимо углубить, но углубить щадящими способами. Не так, чтобы там загнать экскаватор, спустить воду, как это часто делается, грубыми гидротехническими способами, а щадящими способами, небольшими, так сказать, способами, небольшой техникой провести частичное дноуглубление, то есть освободить возможности подпитки грунтовыми водами. Жители будут следить, как строится дом и возрождается озеро. Если застройщик сдержит свои обещания по благоустройству водоема, то они даже готовы выйти на берег на субботник. Анна Городнова, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Если у вас есть о чем нам рассказать и показать, мы на расстоянии одного телефонного звонка. Наш номер 570-50-17. Маршрут требует пересмотра. Челнинские школьники, студенты и пенсионеры не могут вовремя выехать с остановок. Все потому, что большинство автобусов приезжают переполненные. Почему так происходит и что намерены сделать перевозчики, Рамиль Шайдуллин продолжит эту тему.
7 утра и переполненная остановка. С сентября в Челнах такая картина не редкость. Горожане жалуются, каждый день приходится выходить на 20 минут раньше, чтобы вовремя доехать до работы или учебы. Автобусы не вмещают всех. Как в том году было, так и в этом году. Хотелось бы, чтобы побольше было маршрута, на самом деле, чтобы почаще ездили. Забитые маршрутки не последние, почему челнинцы тратят свое время. Наступила осень, но красные городские автобусы так и не вернулись к своему привычному темпу. Оказалось, что их просто стало меньше. Почаще бы, конечно, лучше. Потому что такие газели, вот мы, пенсионеры, ездим проездами, они ворчат постоянно, грубят, в общем. Вот поэтому мы хотим большие автобусы почаще ездили. Как пояснили перевозчики, транспортный дефицит нужно переждать. Многие красные автобусы возят людей в сады и огороды, пока продолжается дачный сезон. У других меняют интервал движения. Мы ходили в одну сторону, все направление было заводчанам. Сейчас мы будем стараться развернуть машины, как-то круг замкнуть, чтобы успевали и студентов, и школьников вывозить. Вот в связи с этим и получается, что автобусы ходят полные, все возмущаются, но других-то вариантов нет, мы не можем добавить автобус. На остановку раньше, пока это единственная рекомендация от перевозчиков пассажирам. На корректировку движения уйдет время. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, Константин Величко, Ильдар Шайдуллин, ТНВ, Набережные Челны. Вы смотрите новости Татарстана. Вот о чем далее. Внимание, тревога! Я испугался из-за того, что это настоящий пожар или бомбу к нам заложили. Почему сегодня пожарным пришлось спасать людей с 3-го этажа одной из школ Казани, узнал Сергей Хайдаров. Международный фестиваль мусульманского кино продолжается 4-й день. Я переживала всю эту историю. Каждый деталь как будто у меня трогала в сердце моем. Что сегодня интересно зрителю и что говорят сами кинокритики, выясняла Юлия Муратова. На всех газах сегодня Рустам Минниханов и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали соглашение между компанией и промышленным комплексом Татарстана. Стопроцентная газификация – это немногое, чем, по мнению главы «Газпрома», сегодня может гордиться республика. А еще людьми, которые верны своей профессии. Впереди ясная работа. Исторические секунды. «Газпром» и Татарстан становятся долгосрочными партнерами. С этого дня промышленный комплекс республики и газовый гигант начинают работать по новой дорожной карте. Сегодня «Газпром» – компания номер 1 в нашей стране. Мы крупный потребитель, крупный партнер. Что в новом соглашении, детали пока не раскрываются. Напомним, в мае на Международном экономическом форуме Рустам Минниханов и Алексей Миллер подписали соглашение о разработке и 3D-моделировании горных пород. Указом президента России орден почета получил директор «Газпром Трансгаз Казань» Равкат Контюков. Ежегодно по газопроводу, за который отвечает компания, проходит больше трети всего газа России. За плечами Равката Лыхаевича огромная ответственность. Ответственность за газопроводы, протяженность которых превышает земной экватор. Это у меня не первая награда, но я думаю, если что, так еще будем работать и работать. 20 лет он стоит во главе компании и полвека в газовой сфере. За эти годы, по словам руководства «Газпрома», Татарстан достиг стопроцентной газификации и самой развитой региональной газотранспортной системы. Рамиль Шайдуллин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань. Необычную проповедь провели сегодня во всех мечетях республики. Она была бы о борьбе с экстремизмом. В Татарстане проходит декадник «Экстремизму нет». Имамы хатыбы разъясняют мусульманам истинные традиции ислама, которые призывают к миру и благим делам. В конце проповеди мусульмане помолились за упокой душ погибших в результате терактов, а волонтеры раздали информационные листовки. Дым окутал всю школу, а спасать людей пришлось с верхних этажей здания. Сегодня в 89-й школе Казани пожарные учения. В них приняли участие несколько единиц пожарной техники и почти 1000 школьников. Сергею Хайдарову эти учения больше напомнили съемки фильма. Дым в школе и пожарные сирены сегодня напугал не только учеников, но и жителей соседних домов. Пока прохожие недоумевают, дети быстро покидают школу. Здесь учатся почти 900 школьников. Они выстроились во дворе. На территории уже появилась пожарная техника.
Эти учения напоминают съемки какого-то невероятного фильма, потому что выглядит все максимально реалистично. Например, прямо сейчас пожарные постараются спасти с 3-го этажа условного пострадавшего. Ну а для детей все это выглядит как невероятное шоу. Сначала я испугался из-за того, что это настоящий пожар, и линк-бомбу к нам заложили. Потом я думал, что у нас портфели сожгутся и придется переплачивать. Серьезно отнеслись и показали всем первоклассникам, то, что это очень ответственная работа. А что больше понравилось? То, что урок отменили, или то, что эвакуация была? Урок отменили. Пока дети наблюдают, спасатели спускают людей с 3-го этажа, а некоторым суждено было и полетать в роли пострадавшего манекен. Эти учения плановые. В республике месяц пожарной безопасности. Если вы помните, в прошлом году всю Казань, и не только Казань, лихорадила от звонков ложных с заложенными бомбами. Поэтому в этом году было принято решение провести учения, максимально приближенные к реальным условиям. Сотрудники МЧС поставили школе 4. Дети покинули здание за 2 минуты и 39 секунд. Но вот подъезды к школе были перекрыты автомобилями местных жителей. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Маленькая жительница Казани Марьям Сабирзянова уже 3 года ведет борьбу за жизнь. Девочка родилась с несколькими диагнозами, основной из которых ДЦП. После 3 лет активного лечения девочке стало лучше. Сейчас Марьям ждет реабилитацию в Чехии. Попадет ли туда девочка, зависит и от нас с вами. Скажи, я... Марьям пошел 4-й год, но пока не то, чтобы говорить, даже сидеть самостоятельно не получается. Малышка уже перенесла 4 операции, борьба за жизнь продолжается. Девочка рождена с врожденными пороками развития головного мозга, кишечника, оперирована несколько раз по поводу атрезии ануса, атрезии пищевода, также по поводу менингоцели. Ребенку оформлена инвалидность с диагнозом спастический тетрапарез тяжелой степени, задержка психомоторного, психоречевого развития. Вся жизнь семьи посвящена Марьям. Мама Фрида ежедневно занимается с ребенком и ходит по врачам. Бабушка и дедушка – пенсионеры, но продолжают работать. Нужны деньги, чтобы оплачивать курсы лечения. До года нас вообще, в принципе, даже на реабилитацию не брали. Просто боялись. До сих пор даже вот некоторые, кто видит, там, особенно если даже не видя ребенка, почитают документы, ой, какой тяжелый ребенок. Вот. Но мы идем вперед, улучшения есть безусловные. Особенно это было заметно после первой поездки в Чехию. Следующая запланирована на октябрь, но денег на нее у семьи Сабирзяновых нет. Наши телезрители уже помогли семье из Камск-Устинского района купить новое жилье, а семье Гайфуддиновых из Арска подготовиться к операции. Теперь нужно помочь Марьям. Реквизиты на экране. Маленькая, но сильная девочка верит, что она не одна в своей борьбе. Радик Фархулин, Лилия Кашварова, Андерсен Тальцев, ТНВ Казань. Лев Толстой и исламский мир. Еще один проект музея-заповедника «Казанский Кремль». Сегодня здесь открылась выставка, приуроченная к году Толстого в Татарстане. Исламская литература с комментариями писателя, фотографии и переписки. 9 сентября 190 лет со дня рождения классика. Это письмо Фатиха Амирхана Льву Толстому. По словам татарского писателя, народ насмотрелся на европейскую цивилизацию и начал пить. Когда-то письмо было надеждой на совет от графа. Сегодня же это главный экспонат выставки «Лев Толстой и исламский мир». В письмах, в дневниковых записях мы видим, как глубоко он понимал ислам. И это, конечно, не могло не привлечь татарских интеллектуалов к Толстому. Они писали ему письма, они посещали его в усадьбе в Ясной Поляне. Фатих Карим, Габдулла Тукай, Фатих Амирхан. Татарские писатели не только гостили в усадьбе Льва Николаевича, но и переводили его рассказы. В начале 20 века эти книжки были особенно популярными, ведь стоили они всего 3-4 копейки, и переводы рассказов Толстого мог позволить себе каждый. Сегодня же их можно было бы купить всего за 15 рублей. Письма, книги, журналы, редкие издания – все, что касалось писателей и сохранилось через века, теперь доступно для посетителей музея исламской культуры. Тут представлены фотографии, даже подлинники его вещей, так скажем, рассказы и так далее, книги. И нам данная выставка дает больше познать о культе
о Льва Толстого. До сих пор ведутся споры о вере Толстого. Так или иначе, ислам писатель уважал. И даже писал: «Пожалуйста, смотрите на меня, как на доброго мусульманина. Тогда все будет прекрасно». Лилия Кашфарова, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Международный фестиваль мусульманского кино продолжается 4-й день. Сегодня зрителям представили татарскую историческую кинокомедию «Яо». Показ фильма завершился творческой встречей с режиссером и создателями фильма. Что сегодня интересно зрителям и что говорят сами кинокритики, выясняла Юлия Муратова. Молодцы! Спасибо! Спасибо всем! Доброго здоровья! Альмира Адиатуллина завсегдатай Казанского кинофестиваля. Признается, каждый фильм ее трогает до слез. В них история, драма и судьбы народа. Вот и после фильма «Яо» не может сдержать эмоций. Исключительно сегодня я сидела, думала, переживала всю эту историю. Каждая деталь как будто меня трогала в сердце моем. Это история о любви, дружбе, ненависти, в нем сама жизнь в разных проявлениях. Работали над картиной 3 года, задействовано более 500 человек. И пытаемся все-таки дать понять, что главное – это дружба. Война – это зло, это плохо. Требовались исторические декорации, нам приходилось создавать атмосферу, эпоху определенную. Требовалось большое количество костюмов. Мы набирали костюмы из разных театров. Все кинокартины проходят жесткий отбор. Здесь важно все. Мастерская игра актеров, продуманный сценарий, звуковой фон. В национальном конкурсе важны все детали. С критикой нередко выступают и сами зрители. Чтобы просто что-то такое сделать, взяли самые болезненные, самые дорогие нашему, населению исторические моменты. Близится итоговый отбор фильмов. Номинаций несколько. Среди них профессиональная режиссура, лучшая женская роль, лучшая мужская роль и другие. Главный базовый принцип отбора – это профессионализм, талант и новаторство. Жюри работает, уже заканчивает работу свою, им осталось немного посмотреть, и вскоре уже будет ясно, кто победит. Всего в конкурсной программе 65 фильмов. Большую часть уже представили. Увидеть лучшие шедевры мусульманского кино можно до 10 сентября. Показы бесплатные. Юлия Муратова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. В продолжении выпуска о погоде на завтра, после чего на ТНВ вызов 112. Я прощаюсь с вами до субботы. У меня к этой минуте все. Всего вам доброго. Кубок мира ФИНА по плаванию приехал в Казань. Впервые в истории турнира победителям помимо денежного вознаграждения будет вручен новый трофей. Сегодня во Дворце водных видов спорта стартовал этап Кубка мира. 250 сильнейших пловцов, среди которых олимпийские триумфаторы, начали путь к очередным победам. Ранее российские этапы мирового кубка проходили в Москве. Но в ближайшие 4 года турнир примет столица Татарстана. Этап Кубка мира ФИНА продлится 3 дня. Предварительные заплывы в утренней программе. Финалы ежедневно вечером. Казань ориентируется на спортивное мероприятие, мне кажется, в большей степени. И тот успех, который принес чемпионат мира 2015 года, я думаю, это тот, наверное, знаковый показатель, который привел к этому решению. В Казани определились все полуфиналисты чемпионата мира бои по правилам ТНА. Согласно анонсированному файт-карду, в боях приняли участие спортсмены из Белоруссии, Киргизстана, Латвии, Марокко, Нидерландов, России, Узбекистана и Чехии. По итогам результатов в полуфинал вышли россияне Иван Кондратьев, Владимир Дегтярев, Дмитрий Меньшиков и Игорь Дармешкин, а также Олег Лихартович из Белоруссии и Эльдар Оливейра Гарсия из Нидерландов. Тэквондисты татарстанского «Динамо» завоевали медаль на международном турнире G1. Турнир завершился в Москве. 423 спортсмена из 17 стран мира. Честь нашей республики на соревнованиях защищали 13 воспитанников Федерации Тэквондо, представляющих общество «Динамо». Титул чемпионки международного турнира в категории до 53 килограммов завоевала Алена Миронюк. Серебряными призерами стали Рафаэль Камалов, Булат Габдульбаров, а также в классе юниоры Анна Казарновская. Бронзовой награды удостоена Юлия Миюц. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Казань. Здравствуйте! Осень подарит нам еще один теплый солнечный день. Небо будет безоблачным, ветер слабым. Более подробно через минуту.
Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет солнечно, дневные температуры 21 градус выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге без осадков и плюс 22. Солнечная и теплая погода порадует жителей севера Татарстана. Тут днем до 22 градусов со знаком плюс. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси дневные температуры 23 градуса выше нуля. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Держаном днем воздух прогреется до плюс 24, будет солнечно и сухо. В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыше днем плюс 22, также осадки не ожидаются. В воскресенье погода начнет ухудшаться, температуры понизятся, пройдут дожди. Давайте вместе наслаждаться теплой и хорошей погодой, пока есть возможность. Спонсор прогноза погоды – клиника Фармте. Лечение аденома и простатита по европейским стандартам, без боли и операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. В Казани будет солнечно и очень тепло. Дневные температуры плюс 22-24. Ветер западный слабый до 3 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. До свидания.